С благословения главы Чувашской митрополии представители регионов Приволжья померились силой в рукопашном бою. Об итогах турнира, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, расскажет наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В этом виде боевого единоборства удары наотмашь приносят победу. В столице республики прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные 800-летию со дня рождения святого равноапостольного князя Александра Невского. «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Фраза, произнесенная князем Новгородским Александром Невским и спустя 8 столетий, остается актуальной. Так что участники соревнования, более 250 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет, экзамен на спортивное мастерство, владение искусством рукопашных поединков сдавали пред ликом святого и благоверного князя. Он очень много делал для государства российского. Он объединял племена, объединял народы. И Господь сподобил его удостоиться монашеского чина. Он принял смерть в химии и был канонизирован в 15 веке. Объединенные турниром участники соревнований, не жалея живота своего, сражались за 45 комплектов наград, разыгрываемых в 5 возрастных группах. Именно здесь закаляется мужской характер. Именно здесь рождаются такие качества, как целеустремленность, воля к победе и патриотизм. Рукопашный бой хоть и относится к единоборствам, однако для большинства участников был важен не личный, а командный итог. И здесь лучший показатель у объединенной команды из столицы Татарстана. Свой вклад в победу внес и воспитанник казанского клуба «Варяг», трехкратный победитель первенства республики Адель Садыков, боец в перчатках красного цвета. 8 лет занимаюсь армейским рукопашным боем. Это часть моей жизни. В дальнейшем планирую идти в этой же стихии, продолжать и добиваться результатов. Второе место осталось за представителями клуба «Рать», Республика Мариэл. А вот кубков за третье место понадобилось 2. Одинаковый результат по 6 первых мест показали бойцы новочебоксарских дружин, первой спортшколы и клуба «Аполлон». Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.